Я второй жизнью стала жить. Я поверила в себя. Большое им спасибо. И если я плачу, то это слез радости только. И действительно, для Мариам Магомадовой началась новая, а главное – здоровая от рака жизнь. Буквально несколько дней назад ей удалили злокачественное образование, доказав, что системные заболевания крови даже на самой последней стадии не приговор. Как только узнала, что болезнь начала прогрессировать, обратилась в республиканский диспансер, говорит женщина. Операцию провели, не теряя времени, и, что самое главное, успешно. Я сильно боялась. У меня не было операции, у меня не было анестезии. Я боялась, что я не сойду со стола в этом возрасте. Я уже 10 лет диабетчик, гипертоник с 35 лет. Все это меня пугало. Но Куштов так настроил и говорит, у тебя зато другое кое-что положительное. А Сулейман сказал, ты самая здоровая больная, которая к нам поступаешь, Сонка. Так это вообще меня подбодрило. В данный момент материал у нас отправлен на гистологическое исследование для окончательной установки диагноза. А так самочувствие пациентки у нас остается, как вы видели, удовлетворительное. Пациентка у нас уже на 3-й сутки активизирована. Я думаю, что при таком раскладе, если не будет в дальнейшем каких-либо казусов, на следующей неделе мы пациентку выписываем в удовлетворительном состоянии в поликлинику для определения тактики дальнейшего лечения. Таких благодарных пациентов тут немало. Коварная болезнь не щадит никого. При обнаружении рака у многих просто опускаются руки. Но уступать досрочно вовсе не выход, говорят медики. И тяжелую борьбу за здоровье пациентов они продолжают вместе с больными. Раковое заболевание, как вам сказал, сейчас встречается в пожилом старческом возрасте. Это раз. Почему? Потому что ослабляется защитные силы иммунной системы. И вот эти больные, даже будучи молодые, но они, если страдают иммунодефицит, это в любом возрасте встречается тогда рак. Поэтому рак встречается в любом возрасте. Но чаще, конечно, пожилого старшего, потому что причиной главной является иммунодефицит. У вас рак. Каждый год в кабинете врача эти слова слышат больше 500 000 россиян. Каждый третий диагноз удается поставить на ранней стадии, когда шансов победить болезнь больше 90%. В день борьбы с раком пациентов онкологического диспансера навестил и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Все нормально, все у нас идет по плану, без казусов. Пообщавшись с пациентом, Юнусбек Евкуров провел встречу с врачами. Глава подчеркнул, что их работе главное быстро, квалифицированно и качественно оказать медицинскую помощь пациентам. Мы с вами должны понимать, что любой медработник, на нашем примере это легко делается. Как я уже говорил, было время, когда в республике 2, 3, 4, я не знаю, как я не спрашивал, всегда там вспоминали Куштова Ахмеда. Вот он сидит рядом, живая легенда наша, да, памятник при жизни. А сейчас мы должны понимать, что сейчас много. Но и было бы странно, чтобы если бы не было много. Потому что когда Куштов Ахмед был в вашем возрасте, тогда, конечно, близко того, что сейчас есть, не было. И вообще даже никто не мечтал, что это будет. Это одно. Второе, мы с вами должны понимать, что мы республика со стажем работы 26 лет. Но самое главное, что вы должны запомнить все, что мы начали работать с чистого листа буквально там 6 лет назад, у нас вообще этого не было. Не только здесь, онкодиспансер, а вообще. Томографа не было, этого не было. И вы должны понимать, что стаж работы ваш, как вот таких хороших специалистов, это буквально 6-7 лет назад. А что это такое для врача? Ничто, вообще никак. Это как 2 дня там для шахтеров. Поэтому вы должны это все понимать. И вам надо, конечно, все больше уделять внимание себе и своей учебе, и своей работе, и вот эти так называемые курсы переподготовки и так далее. Врачи, в свою очередь, высказали несколько предложений для качественного оказания медицинской помощи больным с раковыми заболеваниями в стенах диспансера. У нас есть специалисты с ученой степенью, и другие ребята тоже. Мы бы хотели чтобы диспансер получил статус клинический, открыть на нашей базе кафедру онкологии с рентгенологией и лучевой терапией. Вот в такой комбинации, возможно, наш ученый совет, ректор, сумели бы
каким-то образом выделить для нас возможность открытия этого. И мы стратегический план нашего Минздрава создания центра подготовки специалистов здесь в диспансере, мы могли бы его реализовать уже на самых серьезных и высоких началах. Давайте делаем. Мы такие уже институты создаем, а если кафедры нет, то хорошо. Это все-таки не вопрос научного развития. В полную мощь республиканский онкологический диспансер заработал чуть меньше года назад. С момента запуска здесь уже проведено более 500 операций различной степени тяжести. И это не предел. Врачи серьезно намерены снизить число заболеваний в регионе. Медучреждение принимает одновременно сразу 100 пациентов в смену. 2018 год у нас по республике выявлено около 860 первичных случаев онкологических заболеваний. Из них стационарная помощь оказана 2200 больным. Туда же входят те пациенты, которые у нас находятся на диспансерном учете, которые составляют около 5200 человек. Они тоже проходят регулярное стационарное лечение, в которых оказывается как хирургическое лечение, химиотерапевтическое и близкофокусно-лучевая терапия. В онкодиспансер за помощью, профилактикой и лечением обращаются не только жители республики. Здесь принимают и пациентов из других регионов. К примеру, Амина Шаипова приехала из соседней Чечни. 2 месяца назад ей сделали операцию по удалению молочных желез. Сейчас, как отмечают медики, она здорова. С 5 декабря все удачно прошло, без всяких лишних, без последствий. Все нормально у меня сейчас. Просто на проверку операции, лечение, и Новый год я встретила дома. Благодаря возможностям республиканского онкодиспансера пациенты даже с самыми запущенными формами заболевания получают шанс прожить еще не 1 год. Самое главное в лечении рака – выявить недуг на ранней стадии его развития. Жарадат Хулхоева, Магомед Шаухалов, Новости 24.